Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Заровняев Дмитрий. Я представляю работу выявления погрешностей музыки из известных якутских фильмов способом золотое сечение. Современная якутская киностудия развивается из года в год и снимают фильмы с широким спектром тематики. Успех якутских фильмов кроется не только в сценариях и игре талантливых актеров, но и правильно подбодренном музыке, сопровождающей на протяжении всей картины. Известно, что музыку якутских кинофильмов, в частности ее погрешности, посредством золотое сечение нигде не исследовали. Выявление отклонений от идеального в музыке кинофильмов с помощью золотого сечения облегчит работу звукорежиссеров и привести его к успеху. На практике золотого сечения применяется и в музыке. Оказывается, в музыкальных произведениях очень часто встречается эта золотая пропорция. Для основной задачей данной работы является прослеживание золотого сечения в нескольких музыкальных произведениях, взятых из якутских кинофильмов. Для исследования мы взяли только мелодии песен, так как речевая дорожка влияет на восприятие музыки, а также не рассмотрим вступление песен. Первая песня из кинофильма «Надо мной солнце не садится». Проанализировав данную песню, можно сказать о том, что значение отношений находится недостаточно близко к золотому сечению, и максимальное значение погрешности от идеального по модулю составляет 0,475. Минимальное значение погрешности составляет 0,103. Таким образом, можно говорить о том, что структура произведения выстраивается по золотому сечению в среднем с погрешностью 0,289. Вторая песня из кинофильма «Карель». И третья главная мелодия из кинофильма «Пугало». Четвертая песня из фильма «Мой убийца». И пятая песня из кинофильма «Рядовой Чарин». Исследовав все 5 произведений, мы пришли к выводу, что наименьшая средняя погрешность у песни «Каяр» из кинофильма «Рядовой Чарин», и оно составляет 0,238. Производство Сахафильм вышел на прокат в 2021 году. После премьеры побил все рекорды якутских фильмов, и таким образом песня доказывает свою популярность вот уже 70 лет. А также доказана гипотеза данной работы. В результате исследования была достигнута цель и выявлено, что наличие золотого сечения в музыке характерно не только для классических произведений прошлых веков, но и для мелодий другого жанра и времени. На основе результатов работы можно сказать о том, что правило золотого сечения распространяется не только в классических произведениях. Безусловно, на примере анализа столь малого количества произведений нельзя утверждать о наличии закономерности. Тем не менее, результат работы подтверждает, что данная работа имеет потенциал для исследования. Спасибо за внимание.